вручаю торжественно директору музея. Кроме этого, вот еще у нас национальный есть инструмент, барабан, парапан он называется по-нашему. И вот это вот палочки от парапана, музыкальные. Теперь вот такая сумка у нас через плечо. У нас ходили наши сеятели, наши земледельцы, брали с собой тормозочек, вот такие плели им женщины сумочки, вот так через плечо они одевали, она называется худащ. Вот. Теперь чуваши занимались плетением корзинок. В корзинке они собирали ягоды, значит, грибы, яблоки. Ну, это маленькая корзиночка, просто как образец плетения. Хмель собирали. Наши чуваши очень славятся, значит, изготовлением пива. Держите. Вот. И вот я изготовила тоже своими руками маленькую модель катки. Катка, ну или как деревянное ведро. Оно называется по-чувашски пички, катка. Я ваш шведре. Вот и как будто сверху вот пиво. Наши бабушки варили пиво. Были у нас праздники, керзери называется, праздник осеннее пиво. Сверху крышечку я не сделала, крышечка плотно. Закрывалась сквозь эти дырочки, продергивалась палка, которая плотно держала вот эту крышку с этим. Все, брали эту палку или на плечо, или вот так, и несли продавать. Каждая хозяйка своим пивом хвалилась. Кто-то с медом варил, кто-то простое пиво. Это на любителя. Вот, градусы там, соответственно, тоже. Мужчины ходили, пробовали. Вот такой у них был бизнес пивной. Вот. А когда открывали, вот эта вот крышечка, тяжело ее было, она потому что вплотную пригонялась, чтобы пиво не заливалось. Вот этой же палочкой они в дырочку туда нажимали и открывалось. Вот так вот было. Вот вручаем вам нашу катку. Вот. Теперь, значит, вот это называется ложечка кажек по-чувашски. Почти что хасах. По-нашему. Ага. И вот она, ее как изготовляли. Брали брусочек сначала, выжигали вот это отверстие, а потом все вырезали. Украшали резьбой или раскрашивали. Но обычно раскрашивали, их в виду не пускали, только вот такие простые. Они для украшения были, если раскрашивали. Вот тут вот старинные все вот наши эти все узоры клинописи, я вот что смогла нарисовала и тоже дарю вам. Вот. Теперь вот вышивка. Чуваши очень славятся вышивкой. Наша вышивка, она вообще как древнебулгарская. Все наши орнаменты геометрические, они все о чем-то говорят. Вот, посмотрите, вот эта салфеточка, можно поближе даже, она называется оберег. Вот ее, значит, праздник как Наурыз. У казахов так у нас был. Северна он называется праздник, когда солнцестояние. Вот эти вот фигурки, вот эти, это означает солнце. 4 солнца, 4 времени года. Вот эти цвета, эти тоже обережные цвета. Вот где солнцестояние, там показан вот вышитый желтый. Вот такой. Вышивали, дарили друг другу, а я дарю вот вам это все. Я вышивала сама, да. И, значит, последнее мое, что я дарю, 300 чувашских блюд. У нас чуваши тоже очень любят мясо. У нас, значит, как барана зарежут, то варят чувашское блюдо, оно называется шурбе. Шурбе, да. Голову барана, ножки, сердце, печень, почки, легкие, все это варится в одном котле. Потом оно достается, пока мясо не начнет отделяться от костей. Все это потом мелко рубится. Немножко добавляется пшена в этот суп. Ну, современные бабушки рис добавляют, а старинные добавляли пшено или пшеницу. Вот. Потом туда обязательно лук добавляли зеленый, укроп добавляли зеленый. И очень вкусно получалось. Вот. А само мясо, конечно, оно шло на изготовление колбасы, тултырмаш она называлась, и так варили. В общем, кухня наша, как наши кочевые народы, она во многом схожа. Вот здесь вот очень много, 300 всяческих чувашских блюд. Если вам будет потом интересно, почитайте.
Еще у нас вот есть вот здесь вот показан ширтан. Это желудок. Желудок барана. Мясо режется с чесночком. Можно тоже немножко пшена. Зашивается и ставится в русскую печку на 3 дня. На медленный огонь. И вот этот ширтан, несколько ширтанов делают, когда режут. Этот ширтан мог храниться 3 года. Вы понимаете? Он не портился, ничего, он хранился. Его резали как колбасу и кушали. Здесь очень много наших, так сказать. И даже рецепт пива есть, все есть. Эта книжка очень бесценная. Дарю вам. Все.